И сегодня нашим гостем является Алиса Пачали, руководитель общественной организации «Амч». Наш дискуссионный клуб будет проходить в формате живой беседы, так что если у вас возникнут вопросы, вы можете их сразу задавать. Всем здравствуйте, можно ко мне обращаться просто Алиса. Я расскажу о деятельности нашей организации. Мы были созданы в 2018 году. В нашей организации разные ребята, кто-то юрист, кто-то экономист, кто-то занимается дизайном. Как-то раз нас пригласили всех на сочинский фестиваль, и там было около 20-30 тысяч участников со всего мира. Наши ребята в нашей организации, они очень активные, до этого были гражданскими активистами в разных компаниях, и мы часто, как и с вами, пересекались на общих площадках. И в конце 2017 года мы приняли решение о том, что давайте регистрировать, создадим собственную организацию и будем для себя сами определять те направления, которыми мы хотели заниматься. Есть организации, которые непосредственно занимаются медицинским обслуживанием, кто-то занимается правами детей, кто-то общими правами, кто-то только экологическими вопросами. Из-за того, что в нашей компании были разные ребята и у каждого были свои проблемы или желания, мы решили, что мы будем заниматься тем, чем мы захотим, и в зависимости от наших интересов, потребностей будем рождать проекты. Так получилось, что в основном наши проекты это творческие, образовательные, которые поддерживают экологию, историко-культурное направление. Но вообще в рамках гражданской активности можно работать как юридически зарегистрированная организация, как мы, или как гражданская. Я хотела бы вас спросить, что для вас кажется лучшим вариантом? Гражданская инициатива – это что-то более независимое, поэтому можно, конечно же, участвовать и от организации, но гражданская инициатива получше. Но если отвечать, Алиса, на этот вопрос, мне кажется, что ответ очевиден, хотя можно осуществлять свою деятельность гражданского активизма и будучи не зарегистрированной организацией, мне кажется, если ты будешь работать больше в правовой плоскости, как зарегистрированная организация, это даст тебе больше полномочий и возможностей сотрудничать с большим количеством организаций, поскольку это будет предполагать большую прозрачность и определенного рода ответственность и организованность со стороны организации. Что тебе дает преимущество работы в инициативной группе? Ты ни перед кем не отчитываешься, ты же сам решаешь, что делать, с кем делать, когда делать, но есть определенные минусы. Когда ты юридическая организация, у тебя тоже есть плюсы и минусы. Первый плюс – у тебя есть официальный счет, куда будущие твои партнеры могут отправлять деньги, и ты можешь вести прозрачную финансовую отчетность. Но тебе нужно будет каждый раз отчитываться в налоговую, в государство. Ты можешь, мы все можем работать именно в правовых нормах, но ты сам для себя определяешь границы работы. Мы комбинируем оба подхода. Если есть возможность представлять какой-то проект и работать как юридическая организация, то мы представляемся везде как общественная организация «Амч». Если мы хотим работать в другом формате, то неважно от того, зарегистрированы мы или нет, мы можем создавать любые инициативные группы или участвовать в работе других инициативных групп. Поэтому не ограничивайте себя форматом работы только в общественной организации или только в инициативных группах. Поэтому старайтесь комбинировать и в зависимости от условий работать по всем фронтам. Мне кажется, каждый из вас является гражданским активистом и имеет опыт работы именно в таких группах. Я чуть-чуть расскажу о работе именно в общественной организации. Основная сложность того, что нет государственных программ по поддержке общественных организаций. Тебе нужно самостоятельно искать финансирование, искать партнерство, искать участников или возможности самореализации. Вам нужно, хотите вы этого или нет, скажем так, держать позитивно работать с государством, так, чтобы у вас не было никаких отрицательных прецедентов, потому что вам нужно брать какие-то разрешения, согласовывать что-то, плюс искать партнерство в общественном секторе. К сожалению, не всегда в общественном секторе есть большой разброс игроков. С кем-то может быть комфортно работать, с кем-то не очень. И в зависимости от того, что вы конкретно делаете, вы должны выстраивать свою работу так, чтобы в конечном итоге между собой у вас не было конфликтов. Есть по этому блоку какие-нибудь вопросы? Расскажи о направленностях вашей Вот как раз организации. хотела Мне, перейти. например, лично очень интересно. Там прописано то, что пропаганда здорового образа жизни. Вот это мне очень интересно. Что это подразумевает? Как я сказала ранее, у нас различные проекты. Один связан, например, со стрит-артом.
другие связаны с экологией или пропагандой здорового образа жизни. И есть проекты, которые в своей деятельности делают акцент на то, что они негативно относятся, именно подчеркивают негативное воздействие наркомании, наркотических средств и алкоголя. В своей же деятельности мы стараемся сделать акцент на позитивные моменты и создавать больше площадок, на которых бы ребята могли физически развиваться. Мы предложили Государственному комитету по делам молодежи и спорта создать общую большую скейт-площадку свободного доступа. Этот проект сейчас разрабатывается, и в этом направлении наша задача создавать больше информационных и физических площадок, на которых бы у ребят была возможность заниматься этим направлением. В стрит-арте, вот, например, если взять стрит-арт, у нас был проект в 2018 году, он и сейчас продолжается. Мы создали 9 информационных площадок, на которых ребятам рассказывали о стрит-арте, о современных течениях, направлениях и основных представителях. Потом у ребят была возможность разработать свои собственные макеты, прислать нам, и наша уже комиссия согласовывала какой-то вариант, и мы их реализовывали. Где-то мы задействовали, например, заброшенные здания, как в Кале. Наш рисунок, макет с Чаплином был как раз нанесен на заброшенное здание кинотеатра. У нас огромная страна, и раньше, в советский период до войны, здесь было очень много кинотеатров, а сейчас нет ни одного нормально действующего. В своей деятельности мы стараемся затронуть именно те проекты и проблемы, которые для нас важны, и хотелось бы, удовлетворяя потребность в этих проектах, помогать не только себе, но и окружающим. Например, образовательный наш проект «Аштра» или «По тропинкам». Мы обеспокоены деятельностью, например, Киараза, и всегда, в зависимости от того, что мы делаем, мы хотим их привлекать и как-нибудь разрабатывать проекты для них. Поэтому в рамках нашего проекта мы организовали очистительные экскурсии именно для ребят из Киараза. Мы хотели создать площадку не только того, чтобы пойдите, ребята, уберитесь, а мы вместе с ребятами убирали, приводили здания в порядок. Мы рассказывали о том, как важно сохранять свое историко-культурное наследие, как вообще с памятниками правильно обращаться, устраивали для них еще экологические лекции и совместный пикник. Очень важно создавать проекты или вообще механизмы сопричастности, чтобы не было разрыва поколений. Мы считаемся молодой организацией, и у нас уже, можно сказать, 12 лет опыта работы в общественной деятельности, но, к сожалению, вас не всегда воспринимают серьезно. Вы разрабатываете какие-то проекты, ходите, постоянные встречи. Но на тебя, во-первых, смотрят: ой, ты девушка, что ты вообще знаешь? И ты слишком молодая, зачем вам все это надо? В своей деятельности вы должны четко понимать, для чего вы все это делаете. Есть ли у вас на это время, ресурсы, и готовы ли вы посвятить этому часть своей жизни? Мы готовы, поэтому мы всегда стараемся и что-то разрабатываем. Вообще, большая часть работы общественной организации находится в тени. У тебя постоянные встречи, ты постоянно разрабатываешь новые проекты, ищешь доноров, финансирование, где-то что-то проходит, где-то что-то не проходит. И о том, как не разочароваться в своей деятельности, это смотреть на счастливые лица людей, которые задействованы в твоих проектах. Ты что-то для них меняешь. Даже сегодняшняя встреча – это площадка для того, чтобы с кем-то познакомиться, пообщаться и, возможно, найти совместные пути к какой-то реализации в дальнейшем. Все зависит от ваших интересов. Маты, я знаю, что у него есть общественная организация, которая занимается именно продвижением интеллектуальной деятельности. Но это не значит, что в своей работе я не могу его не поддерживать или что-то как от себя, как от физического или юридического лица не помогает. И в том, что может двигать людей. Вот как вы думаете, у современной молодежи какие являются основные мотиваторы в гражданской деятельности? Это прежде всего, наверное, неравнодушие к проблемам моей страны. Ну и плюс, наблюдая за тем, какие процессы происходят в соседних государствах, мы понимаем, что пока у нас еще есть свобода, пока у нас есть возможность действовать, и пока она у нас есть, эта свобода и возможность, мы будем действовать. Наверное, определенного рода патриотизм. Вот, допустим, мой отец, когда уходил на войну, он ходил с определенными целями, и его главной целью была защита своей родины, чтобы его дети потом ходили в свободной стране, независимой. А я хочу также
поддержать, так скажем, своих старших близких людей, которые в свое время даже отдали жизни за ту независимость, которая есть у нас сейчас. Но в основном мной движет, опять же, неравнодушие. Хочется сделать что-то хорошее для нашего государства. И лично цель особо, конечно, преследую, но все же больше хочется сделать что-то хорошее для государства. Кажется, что мы говорим всегда о проектной деятельности, это всегда деятельность связана с тем, что решаются какие-то проблемы. Мне кажется, что когда ты понимаешь то, что проблема другого человека тебе не безразлична, вот это и называется патриотизм и гражданский активизм, потому что всех представителей гражданского общества и всю их деятельность, если просто разобрать и посмотреть, ты видишь то, что они решают не свои какие-то личные проблемы, а проблемы других людей, и очень часто это бывают проблемы людей, которые, может, даже не связаны близко с их родом деятельности, допустим. Вот ты пример приводила о том, что широкий спектр деятельности вашей организации, и вот у меня исходя из этого такой вопрос, каковы цели и задачи, и есть их миссия вашей организации в целом? В общем собрании мы определили, что мы должны развиваться и становиться сильнее, чтобы помогать окружающим. И мы должны помогать окружающим, чтобы они в свою очередь становились сильнее, умнее и уже могли помогать другим. Вот о мотивах деятельности, когда начинается какой-то проект, мы всегда стараемся анализировать и думать о том, что движет участниками. Кому-то интересны новые знакомства, кому-то интересны новые знания, кто-то хочет просто показать себя. Вы должны четко определять в своей дальнейшей деятельности, что движет людьми. И основную ошибку, которую совершают молодые активисты и вообще гражданское сообщество, что оно очень много усилий, ресурсов тратит на то, чтобы раскачать людей, которых не раскачаешь. Мне кажется, что лучше направлять усилия и ресурсы для того, чтобы объединяться с людьми, которые уже активны. Во-первых, будет больше ресурсов, больше возможностей действовать, и вы измените что-то быстрее. Мой совет – старайтесь объединяться с активными людьми, и вы не будете тратить свою энергию на то, чтобы раскачать кого-то другого. Ты упомянула, что ваша организация во многом направлена на просвещение людей в области историко-культурного наследия, правильно? Да. Я думаю, что эта проблема, как сказать, у нас есть такая проблема, что, допустим, я иду по набережной Махаджиров и вижу то, что люди позволяют себе своих детей, условно говоря, сажать на памятник Багратовщины. Вот, например, мне неприятно на это смотреть. Как ты думаешь, есть ли у тебя ощущение, что у наших людей нет такого трепетного отношения к историко-культурному наследию Абхазии, и вообще как можно на это повлиять? Тут все дело в процентном соотношении. Есть люди, которые очень трепетно относятся к памятникам истории, архитектуры, и их деятельность даже направлена на сохранение, развитие и популяризацию. Но если брать в общем масштабе, к сожалению, у нас вообще очень низкие показатели культуры и в вождении, и общении, и в экологической среде. Вот я, например, наблюдала картину, что девушка шла, купила мороженое, открыла обертку, не дошла до мусорника и выбросила. Ей взрослый человек сделал замечание, она фыркнула и пошла дальше. Мне кажется, здесь нужна комплексная работа и в семье, и в образовательной среде, и государственной, чтобы, если мы хотим, чтобы что-то изменилось. Дети – это то, какого воспитывает взрослый, но, к сожалению, мы находимся в той ситуации, где нужно воспитывать взрослых. Нужно создавать больше проектов, где можно было бы работать с различными срезами и слоями населения и привлекать их к непосредственному участию. Мне кажется, что если осознанно кто-то примет участие в сохранении или в реставрации какого-то здания, он 10 раз задумается, прежде чем разрешать ребенку в следующий раз садиться на памятник или забирать что-то себе на память с экскурсии. Сейчас у нас есть один проект, мы его разрабатываем вместе с Министерством культуры, есть Национальная картинная галерея. Вот. Вообще проблему Национальной картинной галереи подняла WADA Gallery. В прошлом году они делали выставку. В этом году Министерство культуры отреагировало, и они провели свой в рамках СКУЛа полномасштабный субботник. Мы, к сожалению, в нем принять участие не смогли, но организовали свой субботник дополнительно.
Интересно то, что когда анализируют твою деятельность окружающие, они видят, о, дополнительные субботники, ничего интересного. Но это был не просто субботник. Мы старались помочь государству создать площадку, на которой в дальнейшем можно было бы проводить выставки, летние мероприятия, собирать молодежь. И сейчас мы как раз говорим с государством о том, чтобы закрыть доступ нежелательным лицам, которые наносят вред зданию, и уже использовать эту площадку по назначению. Не всегда ваш субботник или акция – это просто акция субботник. Часто это долго идущие проекты, которые приносят пользу. Иногда, кстати, в нашей среде очень сложно правильно информировать население, потому что у каждого разный уровень образования, и для тебя определенные элементарные вещи кажутся сами собой разумеющимися, но не всегда население или конкретные люди могут вас понять. Поэтому в своей деятельности тоже старайтесь этот момент учитывать. Мне интересно, с какими сложностями вы сталкивались в своей активной деятельности? Считаете вообще их сложностями или просто часть работы? Буквально произошло со мной сегодня по пути сюда. Я слышу, как туристы спрашивают у местных жителей, где находится Килосурская стена. И это происходит буквально в этом районе, то есть в Килосуре. И никто им не смог ответить. То есть наши местные люди не знают о таком важном историко-культурном наследии Абхазии, как Килосурская стена. Как гражданской активности был проект, в котором мы скомбинировали часть, которая занималась экскурсиями по городу для местных жителей. Вот, мы понимали, важно, что да, не все местные жители знают о тех достопримечательностях, которые есть в Сухуми, вообще историю этих зданий. Поэтому первый блок у нас была Инна, она рассказывала о зданиях и проводила экскурсию конкретно для местных. Второй блок у нас был квест. Мы создавали квест для местных по городу, чтобы иногда экскурсионный формат это не совсем то, что подходит некоторым людям. Что-то больше интересно познавать в качестве игры. А третий компонент у нас была маленькая экспедиционная группа, которая изучала вопрос Килосурской вообще Великой Абхазской стены и информировала. Получилось так, что этот проект гражданской активности дальше вылился в 3 разных проекта. Наша организация, например, взяла на себя экскурсионные поездки для местных жителей, но для детей из Киараза или для ребят из сельских районов, которые мы делаем СФАК. Инна, у них создалась своя собственная инициативная группа, и они как раз занимаются изучением этой стены и создали информационную площадку, и стараются местных жителей информировать, проводят раскопки, ходят по ней. К сожалению, вот часто бывает так, что что-то находится в шаговой доступности, и из-за того, что это рядом, местные, потом схожу на море, получается, что уже 10 лет не был на море, ой, это здание, потом про него прочту, что я там не видел. Мы сами не замечаем, какие сокровища, интересные вещи нас окружают. Это очень большая проблема, и тут нужно работать. Всего знать тоже не получается, всегда и помнить. И мне кажется, что это в качестве идеи, ты сказала, что у нас могут какие-то инициативы, идеи возникнуть, вот, пожалуйста, отличная идея, мне кажется. Человеческие и финансовые ресурсы. В своих проектах мы всегда пытаемся создать системный подход. Вот мы, например, выиграли маленький грант и реализовали проект ЦГП в 2018 году. Мы на всех встречах рассказывали об этом проекте, и получилось так, что мы теперь этот проект делаем совместно с ВАК. Возможно, он трансформируется, и ВАК будет делать это отдельно. Мы будем тоже это делать отдельно. Возможно, будем дальше привлекать другие общественные организации. Но системный подход – это очень важно. Вот, например, национальные абхазские игры. Мы уже 3-4 года ходим как баптисты и везде про них рассказываем на всевозможных собраниях. Где-то все таки, о, да, хорошая идея, давайте что-то делать, и что-то начинают делать. Другие просто говорят, о, прекрасная идея, мы создадим отдел, но делать пока ничего не будем. Это не намеки. Поэтому смотрите, ищите ресурсы и пытайтесь разработать устойчивость проекта, чтобы он в дальнейшем мог работать. К сожалению, сейчас не все могут сотрудничать или не хотят сотрудничать с НПО различными по разным проблемам, да, по разным причинам. И поэтому откуда еще можно привлекать? Поддерживаю движение иноагентов. Но вот в нашей деятельности у нас не было людей, которые бы говорили, о, вы иностранные агенты, мы с вами работать не будем. Был тот один раз период, у нас с МАТой параллельно проходили проекты в Гале.
он очень-очень сложно получил разрешение на то, чтобы проводить свою деятельность. Есть один механизм в Абхазии, который мы успешно используем. Все друг друга знают, или кто-то знает кого-то другого. К сожалению, многие люди используют это для того, чтобы скрыть что-то плохое или избежать наказания. Мы рассматриваем этот фактор как инструмент, который можно использовать в хорошем плане. И поэтому мы всегда стараемся проработать, узнать, кто за что отвечает, и уже так привлекать людей или получать разрешение. А вот с ресурсами по привлечению ты должен что-то дать человеку. Просто так никто ничего делать не будет. Мы в своей деятельности мало что можем дать, кроме опыта и знаний, но мы над этим работаем и стараемся в дальнейшем развить больше ресурсов, чтобы привлекать больше людей. Когда мы с Омой создавали журнал «Независимо так», нам сказали, один очень важный и на самом деле опытный человек сказал нам: не распыляйтесь на все, не хватайтесь за все сразу и старайтесь сконцентрироваться на чем-то, потому что это очень тяжело. Есть такая проблема, ты чувствуешь, что иногда за слишком многое берешься, и тебе просто не хватает сил, и как ты с этим справляешься? У нас проблема в том, что у нас очень много проектов, очень много идей, и после каждой конкретной встречи рождается проектов еще больше и больше. Сейчас у нас столько проектов, что если на них просто дать деньги, мы в ближайшие 7-8 лет будем заниматься только этими проектами. И не распыляться очень сложно. Но из-за того, что где-то запаздывает финансирование, где-то прекращается партнерство, и где-то что-то не работает, не распыляться, вообще распыляться очень сложно получается. Но у меня есть внутренние механизмы того, что есть у меня папочки, и там все проекты пронумерованы в зависимости от актуальности, необходимости, сложности, и я всегда выбираю определенные, самые важные 3, максимум 5-6, над которыми работаю параллельно. Не распыляться — это тоже очень сложно. Иногда хочется просто больше сделать, больше полезного, интересного, но не всегда на все хватает сил. Поэтому в зависимости от иерархии я работаю над проектами. Ты сказала, что у тебя очень много идей, проектов, которые, грубо говоря, пока в ящике находятся. Поскольку проект обычно, идея проекта придумывается, когда реакция на какую-то проблему, как у тебя возникает идея? Есть ли механизм какой-то универсальный, или это больше стихийно проходит? Допустим, когда ты видишь какую-то проблему или общаешься с конкретным человеком, и у тебя возникает идея, либо ты проводишь какой-то мониторинг, оценку, может, у вас какие-то мозговые штурмы в рамках вашей организации проходят? У нас всегда плавающий состав. Совмещать общественную деятельность и работу очень сложно. И у нас участники привлекаются в зависимости от того, кто конкретно чем заинтересован и есть ли у него на это время. А при моем личном мозговом штурме я закончила физико-математический факультет, специальность по программированию. У нас там было моделирование, программирование, создание систем, и где-то подсознательно я всегда собираю данные по каким-то проектам, моделирую, создаю схемы, как бы можно было бы взаимодействовать и работать так, чтобы решить этот проект. Часто в обществе политики, государственные деятельные ограничивают деятельность общественных организаций, говоря им: не вмешивайтесь в политику. Но если так рассматривать, на мой взгляд, любые проекты в сфере образования, социальные, творческие или законотворческая деятельность — это все политика. И как можно так ограничивать деятельность организации? Является ли деятельность для вас организацией политической или это что-то другое? На законодательном уровне нам вроде бы пока никто не запрещал, никто не признавал никого иноагентом, еще нежелательным и так далее, поэтому пока надо работать. Гражданская деятельность – это деятельность, направленная на изменения в различных сферах – социальной, экономической, творческой, интеллектуальной. И если в обществе стоят вопросы, которые затрагивают развитие в этих сферах, мне кажется, общество и граждане обязаны реагировать. Принятие законов, нормативных актов, которые ограничивают деятельность граждан – это нехорошо. Но, к сожалению, у нас очень разнородное гражданское общество, и после последних политических процессов реакция граждан очень
маленькая. И мне кажется, именно сейчас все представители гражданского общества должны активнее реагировать и подключать ребят. Старайтесь всегда верить в самих себя. Неважно, кто-то будет из вашей организации, партнеры, друзья, родственники. Не верите, говорите, что это не получится, не тратьте время. Верьте в себя, действуйте и реализовывайте свое задуманное. Найдутся всегда люди, которые вас поддержат.